Друзья дорогие, в руках у меня заготовка из сосны. Она такая, в общем-то, легкая, вкусно пахнет деревом, просто вот невероятное тактильное ощущение. И через некоторое время в умелых руках мастера из этой заготовки появится вот такая чудесная, изящная вещь, которую можно использовать как подставку для стола, допустим, или же какой-то декоративный элемент для лестницы в загородном доме. Всю эту красоту делает своими руками мастер Николай Уваровский. Мы у него в гостях в его мастерской. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот это дерево, оно самое-самое такое, видимо, ну как популярное, да? Угу. Расскажите, пожалуйста, про сосну, про изделия из сосны. Ну, сосна, как бы, дерево, оно у нас самое распространенное. Угу. Получается то, что в основном мы все дома строим, все что угодно, вот, даже вплоть до лестниц, сараек, все делается из сосны, даже мебель. То есть это самый доступный, самый такой бюджетный вариант для, допустим, большинства жителей нашего региона, но и не только. Именно сосна. И ведь не только же у нас. Причем сосна, она именно наша, якутская. Ну, в принципе, они особо не отличаются. Якутская это сосна или привозная. Иркутская, например. Ну, или иркутская, да. Ну, в основном у нас как бы иркутская, да. То есть, а почему вот предпочтение все-таки иркутской сосне отдается? Она как-то больше или как? Нет, или... просто в Иркутске она более как бы массивная идет, они крупные. Ну, а у нас один тонкостой остался вроде как. То есть у нас с сырьем как-то вот проблематично, да, видимо. А еще давайте вот мы пробежимся, буквально сейчас сразу расскажем про структуру дерева, ну, например, другие, допустим, деревья, как они отличаются, чем они отличаются. Ну, конечно, это не только цена и по качеству, видимо, да? Сосна, вот я знаю, она очень такая пластичная, да, в руках мягкая мастера. порода. Мягкая. И как работать с ней, ну, вот, насколько я знаю, там Да, просто мои такие познания можно общие такие. Да. По сравнению с другими материалами она более податливая получается. Скажите, пожалуйста, вот у вас здесь заготовки, вот если посмотреть, у нас здесь вот этот щит, но он клееный, это дубовый, да? Да. Дуб, прям натуральный дуб. А вот нижний щит у нас? Это лиственница. Лиственница. Посмотрите, вот структура дерева, да, она совершенно разная. Ну и, допустим, если это покрыть каким-то маслом, да, сейчас масел очень много, в любом магазине они есть, то мы можем подчеркнуть структуру вот этого дерева, если не закрашивать совершенно и делать ставку на красоту дерева. Да? А дуб, он такой вот более как бы, ну вот плотный здесь материал, плотный. очень таки достаточно крепкий. Из него получается мебель очень крепкая. То есть практически вот это дуб, серия, это самые дорогие ценные породы, видимо, да, деревьев. Дуб, еще к ним кто относится? Бук есть, ясень, тик. Это Ну, все вот именно такие основные породы, да. Ну, красное дерево есть, кедр. Ну, кедр, в принципе, он тоже как бы это такое благородное дерево. Тоже и то есть вот эти все деревья, допустим, их используют для создания мебели, и эта мебель может простоять, ну, веками, да? То есть ее можно передать потом по наследству. Вот в чем красота изделий вот из такого вот, допустим, плана деревьев, да, ценных пород. А лиственница, она вот какую нишу занимает в этой? Ну, в принципе, она как бы по плотности, она будет намного крепче, чем сосна. И из нее тоже, в принципе, делают мебель. Но у нее как бы есть такой недостаток, то, что она сильно колкая, колется. Трещины идут, когда чуть-чуть пересыхает, поэтому... Нужно выдерживать. Да, это нужно уметь режим. как бы с ним обращаться, как бы. То есть требует вот такие вот тонкости. У вас здесь еще есть доски из березы. Да. Из березы тоже делают мебель. Она какого цвета получается? Ну, все зависит от покраски, по идее. Если вы хотите под дуб, то сейчас всякие разные краски есть, вот, именно под любой цвет дерева.
Нет, ну а из березы, вот чисто из березы, допустим, сделать какую-то полочку, тумбу, что-то не закрашивая, а подчеркивая красоту этого дерева, допустим, вот маслом, да? То есть она какого цвета будет? Такая вот беленькая? Ну, она будет тоже беленькая, вот как бы, как сосна, но она будет чуть-чуть розоватая. Даже вот такой оттенок розовый, Ага. да? А вот у сосны, у нее вот характерный именно, вот как можно понять, допустим, прийти к кому-то в загородный дом и увидеть вот, допустим, вот такие вот изделия. Можем мы сразу понять, что это вот сосна? Не, ну если оно крашеное, то это фактически Вряд ли, да? невозможно отличить. Ну, а если покрыто вот каким-то просто защитным лаком или маслом, Ну да, тогда, в принципе, можно, да, на можно вскидку. понять. То есть вот по структуре дерева она очень отличается и от лиственницы, ну и, естественно, от дуба, там, допустим, или от других ценных пород деревьев, да? А как вот вы изготавливаете вот эту вот балясину? Это же балясина называется? Или что Это ножка для стола. Ну, сперва делается эскиз. Так, эскиз Так, вот вы ну, подготовили. рисуется вот на бумаге. Соответственно, получается вот. Тут поиск линий, где что, какой узор. Нужно это все как бы продумывать, обрисовывать. И после этого я вот этот рисунок перевожу на фанеру. Делаю как бы шаблон. Друзья дорогие, вот здесь у нас в руках у меня вот этот шаблон, да, который Николай уже подготовил. И вырезал он уже вот ровно-ровно. На фанере. Да, на фанере. А фанера у нас является как бы таким вот неким Шаблоном. шаблоном, Да. так, опять-таки. Уже настоящим шаблоном будущей нашей ножки для стола. Ну тут Как у мы меня как бы работаем? приспособление Вот фанера. вот сделано на токарный станок. Я обычно, чтобы в массовом производстве как бы вот это вот приспособление, которое вот я сделал, да, оно очень даже как бы себя очень хорошо оправдало, поэтому. Так, это Вот, рубанок. Да, нет, это болгарка. Именно, ну, сделал конструкцию такую. А, то есть вы сами такую придумали, да? То есть, друзья дорогие, вот смотрите, как с болгаркой-то вот так. А как вы держите? Вот так вот? Понятно. И сейчас будете вырезать. Ну да. Сейчас установлю. Давайте установим. Ну вот такие вот вещи, да, допустим, балясины, подставки для стола или там ножку для стула, да, можно, допустим, наверное, это даже не стол будет у вас, консоль. Это Я так ножка подозреваю. для стола, да, Именно, для консоли. Ага. консольный такой столик. Вот. Можно, в принципе, изготовить самим, но для этого нужно иметь, ну, как мы вот поняли, это болгарка, да, в первую очередь, и вот станок, как он Токарный называется? станок. Токарный станок. Так, это мы что сделали? Так, это как бы на заднюю бабку нужно сделать такую насечку, чтобы эта заготовка здесь установилась именно в паз, который я сейчас только что пробил. Понятно. И сейчас вы будете выпиливать что-то, да? Ага. А что вы будете выпиливать? Ножку. Именно такую же. Это вторая нога у нас будет, да? То есть важно установить очень крепко на станке. А сколько стоит такой токарный станок? О, так, сейчас он стоит... Я его покупал за 30 тысяч, а сейчас он где-то около 70 стоит. Ну, то есть с учетом цен сегодняшних, да? А чье производство? Это российское производство, Корвет. Так, ну что? Это электрический, да? Да. Токарный. Ага, а его возможности какие? Что он делает? Ну,
Именно такие вот всякие разные балясины для лестниц, Мгм. ножки для столов, для стульев, для элементов мебели. Ну, много чего. Мгм. То есть, в принципе, у любого мужчины может быть в арсенале вот такой станок. Ну да. Хорошо. Ну, начнем. Ну, давайте. Это сильно такая шумная, да, работа? Мгм. Понятно. Мгм. То есть нужно закрыть себя, защитить, да? Мгм. Скажите, пожалуйста, Николай, а вот вы ну, примерно уже на глаз вы делаете или все-таки вы как-то вот вымеряли, ну вот, допустим, для красоты вот этой вот? Вот это вот именно, этот аппарат именно сделан для того, чтобы как бы вести как по повторителю. Именно вот то эту есть вот форму, у нас вот да. эта форма, которая вот здесь Ага. вот набита, понятно. Она именно сюда переносится как, как по лекалу. Мгм, понятно. Мгм. И то есть у нас потом получится следующий этап, допустим, вот мы это вот сделали, ну вот такую заготовку вы делаете, и следующий этап у нас какой? Ну, следующий этап ошкуривание. Мгм. А чем вы ошкуриваете? Ну, вот всякими разными шкурками. Мгм. У меня тут их Ой, у целая вас, коробка. да, целая коробочка шкурок различных. Тут Они же получается как-то вот по зерну, да, Мгм. отличаются? Вот Сперва грубым зерном номер прохожу. какой? Ну, тут как бы вот получается один из этих вот 32H. Это есть. крупное, Ага, это крупное крупное, да, зерно. это И очень чем крупное. меньше, то, соответственно, мельче, да? Ага. А уже потом, когда вы подходите к окончанию работы, вы уже работаете ну, мелкозернистой шкуркой. Мелкая вот самая А чем мелкая, это еще? вот губка. Уже губка. Мгм. Мгм. Когда вы все зачистите, и уже процесс потом начинается либо покраски, либо нанесение. Ну, потом идет сборка Мгм. самого столика, Мгм. а потом уже как бы и покраска, и все. Мгм. То есть ножка И такая лакирование. фигурная. Но, в принципе, друзья дорогие, можно не заморачиваться прям вот так вот, да? Ну, если это вот, допустим, дачный столик вы делаете, или столик, допустим, если вы хотите мебель там какую-то в скандинавском стиле или что, ну, как-то вот так вот, да, то можно просто оставить прямые, да, вот эти Ну ножки. А скажите, опять-таки, на этом, ну, как, токарном станке вы делали вот эти вот все грани тоже вырезали, да? Ну, или как? Да. Ага. То есть Нет, здесь... ну вот эти вот грани я на другом станке. у вас вырезал, другой да. станок. То есть у вас несколько станков. Это называется станок какой? Это токарный станок. Токарный станок, а другой станок у вас для Ленточный. чего? Ленточный. То есть вот этот ленточный, он как раз вырезает, допустим, вот именно вот... Да, вот эти грани. ага. Вот эти грани. Хорошо. Скажите еще, значит, мы с вами выяснили, что самое такое простое дерево для работы – это… Сосна. Мгм. А еще какие преимущества у этого дерева, у сосны? Ну, это бюджетный вариант, мы сказали. Ну, преимущество, в принципе, оно только как легко податливое для обработки дерева. Ну, собственно, преимущество на этом заканчивается. На этом заканчивается. А сколько, допустим, вот этот столик может простоять? Но он, в принципе, тоже может простоять очень долго, если его, соответственно, никто Аккуратно не сломает. Да. эксплуатировать, да? Мгм. Мгм. Но может он там веками стоять, допустим, как если там
там Ну, конечно, дубовая может. мебель. Да. Да, то есть сосна это тоже такой, в общем-то, материал, который при должном уходе Мгм. может прослужить очень Да, долго очень долго. и радовать нас, да? Мгм. Хорошо. А скажите, вот потом вы ножку этого изделия, ну, будущего стола, вы прикручиваете или как вы его там к столешнице? Столешница тоже из сосны. Ну, столешницу обычно я стараюсь делать из более твердого материала. Мгм. Скажем, береза, лиственница, Мгм. ну и другие Мгм. более дорогие сорта. Мгм. То есть вот, допустим, вот у вас вот здесь материал это береза, Мгм. а из этой березы вы делаете, изготавливаете Мебель, мебель именно Мгм. вот столешницы. да. То есть Ну, получается не только столешница, все. изделие можно комбинировать. Допустим, столешница из березы, Да. а ножки, допустим, у стола, Из они сосны. будут из сосны. А по весу, ну, допустим, вот высота этой столешницы. От 3 до 4 сантиметров Мгм. толщина. Должна быть, да? Мгм. А у вас уже готова вот эта вот заготовка ваша? Нет, пока еще. Пока нет. То есть вы начали с ножек. Мгм. А у вас есть эскиз, вот примерно какого размера будет этот столик? Я этот столик пока только в голове вот как прорабатываю. Он у меня идет как бы чисто смотрю в голове, просто продумываю, как это будет лучше, и делаю так вот. Мгм. То есть это заказ у вас или вы просто для души, а потом, может быть, выставите на продажу? Ну, в принципе, да, так как бы делаю иногда под заказ, иногда так делаю потом, кому нравится. тот Мгм. Тот и покупает. да. А вы будете его окрашивать или вот что в планах, да. как у вас там в Будем. проекте? Окрашивать все-таки или же оставите структуру дерева видной? Или это некрасиво будет, Не, столешница ну это одного, как бы со структурой сорта? дерева там это тоже как бы красиво, но и с краской тоже очень как бы красиво смотрится. Да, если Да. очень красиво, Мгм. вот мы на фотографиях покажем, да, где как бы используется разноцветие такое, да. А покраска можете рассказать? Ну, покраска, обычно мы как пользуемся акриловыми красками, Мгм. уже колерованную даже покупаем в магазине. Мгм. То есть в магазинах этих красок вот тут море. Мгм. Так. А Ну, затем и мы в несколько основном- цветов, да, вот я видела, что у вас, вот видно, что, допустим, основание окрашено одним цветом, Мгм. а вот эти вот красивые детали, вот эти вот, они окрашены другими цветами. Мгм. Плюс используется техника патины, да? Мгм. Это очень Ну, красиво. комбинируем Мгм. цвета. Мгм. А за покраску вот в вашей семье кто отвечает? За покраску Жена. изделия? Понятно, то есть она Мгм. как бы, да? Ну А да. скажите про себя, расскажите, вот где вы учились, а почему вы вот именно связались именно вот с изделиями по дереву? Вы же художник, Художник, мастер. мастер, Ну, краснодеревщик. мгм. Где вы учились? В художественном училище учился в Якутске сперва 4 года. Потом закончил, поступил в Красноярск, в Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию. Ну, 97 год, гиперинфляция, не получилось закончить. Ну, то есть, а вообще увлечение вот это вот к вам, как оно пришло? То есть вы сразу вот молодой студент, приехали? Ну, это у меня как бы с детства. Я первый свой пистолет, автомат сделал в 4 года. Ух ты, прямо с дерева? Мгм. Ничего себе. И вот с тех пор вы поняли, что это дерево, это вот именно ваше, да? Мгм. Мгм. Вы где-то в деревне выросли, да? В Хандыке. Мгм. И там вот вы прям вот из деревьев что-то там мастерили, Мгм. из дерева. Ну Мгм. да. А потом вот профессионально чисто как вот вы к этому подошли, пришли? И насколько это вообще востребованная профессия на сегодня? Ну, если, допустим, кто-то решит себя там связать вот с этим делом. Ну, это очень востребовано, в принципе. Это на стыке творчества и на стыке вот нужно, да, как Мгм. бы необходимо. Потому что всем нам нужна мебель какая-то, да, допустим, для дома, для какого-то загородного дома, для квартиры. Ну и, конечно, хочется, чтобы мебель это была какая-то отличная. То есть ваша фишка в том, что вы делаете индивидуально каждое изделие, да, то есть такого, допустим, столика вы можете их повторить, допустим, какое-то изделие?
Да, Ну, а наверняка заказчикам это не нравится, да? ну, Даже если они никогда не побывают в квартирах друг друга, ага. но не нравится Ну все-таки, да, что у и- кого-то будет мгм. точно такой же столик. Мгм. Ну, в основном работаю чисто как на эксклюзив, Мгм, обычно не повторяюсь. мгм. Но есть как некоторые моменты, там, скажем, какие-то столики, просто журнальные, там, ну, они как бы по форме бывают одинаковые, но в раскраске они всегда разные. Скажите, у нас все-таки мастеров, которые работают по дереву, в нашем регионе достаточно много. Вы общаетесь со своими коллегами? Да, Или их общаюсь с некоторыми, воспринимаете да. как своих конкурентов? Или все-таки Нет, у вас почему? какое-то Тут профессиональное конкуренция, в сообщество? принципе, тут как бы особо такой нету, потому что нас не так уж и как бы много. Конечно, предостаточно. Но вы все для- друг друга хорошо знаете, да? Ну, все не все, но многих знаю. Мгм. А вы делитесь какими-то своими профессиональными какими-то вот, ну как, не знаю, секретами какими-то? Ну, Может быть, как-то советуете молодым вашим коллегам что-то, вот, допустим, по той же ножке, как лучше? Ну, когда это всё? спрашивают, да, советую. Мгм. Если им интересно, то рассказываю все, что угодно. Мгм. Вот вы сейчас выпиливали, да, вот эти Мгм. все детали, и очень-очень много опилок. Мгм. Вот это вот опилки, это сосновые опилки. Мгм. Скажите, а вот, ну как, мы все говорим, что вот должно быть безотходное производство. Что вы делаете с этими опилками? Ну, с опилками продаю. Мгм. Кому вы продаете? Или Дачникам. можно ли? Ага. Мгм. А дачники используют это для каких нужд? Ну, как утепление на крышу, некоторые засыпают, некоторые в огород. Мгм. Скажите, пожалуйста, а вот эти опилки, допустим, вы как-то разделяете там, ну вот, допустим, вот сосновые опилки, а вот дубовые опилки будут дороже, допустим? Нет, такого нету. Мгм. То есть у вас как есть, вот все, вы подметаете это все и в мешке. Не, я обычно как продаю только те, которые мне в пылесос засасываются. Сразу со станка. М. А то, что я подметаю, я это все на помойку выкидываю, потому что с пола как бы тут песок и все такое. Вот, Ну, то есть цемент, он ну, такой грязный да, он получается. грязный получается, поэтому. Ну, а опилки, они разные, да, вот по структуре даже, допустим, вот опилки у нас из сосны Это мелкие, и а- опилки у, допустим, вот у, как сказать, у березы, например. Ну да, Отличаются они, да? немного отличаются. ага. Расскажите, пожалуйста, про ваши станки. Все-таки у вас профессиональная мастерская получается, да? А вот это что за станок? Это фуговальный станок. Здесь я строгаю доски. Мгм. Ага. Потом, после этого, как здесь отстрогаю доски, пропускаю через рейсмус, через этот станок. Это уже получается калибровка идет на этом станке. Толщина одинаковая, короче, со всех сторон. И очень аккуратно все отстругивает. Да, Все вот именно вот опилки. в этих мешках и скапливаются опилки сухие. Они там чистые все. Мгм. А вот это что за дерево, вот это вот, кстати? Вот это Это сосна. лиственница, да? А, это сосна? Мгм. Мгм. Ну, это вот для кота хотели подставочку сделать, Да, Домой. да, именно вот пока все руки не любители, доходят. любители. Мгм. Это вы хотели для себя сделать или Мгм. Да. для своего кота? Ага. Мгм. Ну, чтобы он тут развлекался, да? Вот На станок такой еще один подставке. стоит. А это что за Ленточный. станок? Мгм. Ленточный, для Ленточный чего? станок. Ой. Для распиливания досок, дерева, всего. Мгм. А вообще вот обустройство вашей мастерской, оно примерно по цене сколько? Ну, допустим, если кто-то решит вдруг заняться этим делом увлекательным и полезным, и, в общем-то, денежным даже, да? Ну, я Все-таки так ваши изделия, как-то не они стоят задумывался. очень дорого. Мгм. Ну, вы в разное время, видимо, покупали Мгм. все эти станки, да? Ну да. Мгм. Они все нашего российского, да, или Мгм. нет? Это Нет, только какой-то- это американский станок. Мгм. Рейсмус тоже, он как бы так получается. Мгм. А комплектующие, если, допустим, ремонтировать придется что-то, где вы будете брать Ну, это все? где есть, там покупаем, где нет, то сами как-то на коленке ремонтируем. То есть придумываете эти детали, сами делаете, да, изготавливаете. Понятно. Дорогие друзья, в итоге у нас должна получиться вот такая вот подставочка для нашего консольного столика. Как мы выяснили, столешница у нас будет сделана из дерева, выполнена, ну а ножки выполнены из сосны. При должном уходе это изделие будет радовать своих обладателей очень
многие долгие годы. И даже можно передать потом будет этот столик по наследству своим внукам, а то и правнукам. Друзья дорогие, если вы заинтересовались таким вот видом деятельности именно по дереву, конечно, это, с одной стороны, затратное, как сказать, занятие, да, потому что нужно будет приобрести несколько станков. Это очень, в общем-то, дорогое оборудование. Но если лежит душа по работе с деревом, если радуют именно вот такие вот изделия, да, и вас, как результат вашего труда, и ваших, допустим, потом наверняка покупателей, то, наверное, стоит этим заняться. Может, попробуем.